Показатели роста экономики Ингушетии в последние годы только радуют. Увеличиваются налоговые поступления, снижается уровень безработицы. Активно развиваются малый и средний бизнес, привлекают инвестиции, запускают новые проекты. Санкционное давление, сложные геополитические отношения. 2022 год был непростым для всех. И несмотря на это, Минэком республики были достигнуты множество сложных задач. И способствует этому прежде всего успешная реализация национальных проектов, федеральных, региональных программ. Так и в этом году ведомство не намерено снижать темп. По поручению главы региона наше министерство во взаимодействии со всеми отраслевыми органами исполнительной власти проводится работа по участию федеральных механизмов развития регионов. В первую очередь мы нацелены на то, чтобы наш регион был включен в перечень регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. На сегодняшний день данный перечень составляет 10 регионов. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Ингушетии реализуется свыше 5 направлений. Благодаря нацпроекту число субъектов МСП в регионе за последние годы выросло на 13%. Увеличилось число самозанятых граждан. На 2023 год в рамках проекта федеральный центр выделил республике 34 миллиона рублей. То есть наш основной коэффициент эффективности, показатель эффективности – это количество субъектов МСП и количество рабочих мест, которые они обеспечивают. У нас по итогам прошлого года, если сравнить с предыдущим годом, у нас идет даже не спад, а увеличение количества МСП. Там, инструменты нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» нацелены на усиление инфраструктуры поддержки бизнеса и, соответственно, оказание финансовой поддержки бизнесу. Инфраструктура поддержки бизнеса состоит из 3 частей. Центр «Мой бизнес» оказывает услуги, помогает в подготовке бизнес-планов и сопровождает предпринимателя от открытия до формирования информационного кейса. Экспортный центр содействует экспортно-ориентированным предприятиям. Фонд поддержки предпринимательства выдает займы под льготные проценты от 1 до 5. Ну а Минэк выдает социальные гранты предпринимателям, которым не исполнилось 25 лет. Данная работа будет продолжена. И мы надеемся, что по результатам работы этого года мы уже в 2024 год сможем рассчитывать на серьезное финансирование, именно на покрытие полностью всей потребности именно основных наших предпринимателей, основных активной части этих предпринимателей. Министерство экономического развития республики разработало индивидуальную программу развития Ингушетии. Она включает в себя большое количество стратегически важных мероприятий: строительство центра регионального резерва, мясоперерабатывающего завода, производство полуфабрикатов длительного хранения, строительство предприятия по переработке кварцевого песка и ряд других проектов. Данная программа находится сейчас на согласовании. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы она была реализована, и глава непосредственно региона сам контролирует принятие по реализации данной программы положительного решения. В рамках модели экономического развития Минэк региона в 2023 году будет сопровождать реализацию 5 прорывных проектов. Они должны оказать наибольший эффект на социально-экономическое развитие республики. Создание индустриального парка Джайрах, это строительство агрокомбината Сунжа вместе с подстанцией Тихая. Это строительство объектов солнечной генерации Хевел в городе Сунжа. 5-й проект – развитие курорта Арамхи. Вы знаете, что там увеличилась стоимость, сумма именно по развитию курорта. Концепция составляет уже 13 миллиардов рублей.
из которых там около 6 миллиардов вкладывает частный инвестор. Еще одно из важнейших направлений для Ингушетии – развитие горных территорий. Экономическим ведомством проведена работа для включения Джайрахского района в федеральную стратегию пространственного развития. Это позволит выделять дополнительное финансирование для повышения качества жизни населения Джайраха. Также Минэк принимает активное участие в механизмах жилищно-коммунального хозяйства и работает над программами по уменьшению износа энергетической инфраструктуры. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.